Более 2 месяцев, как в школах республики, прекращен учебный процесс. После такого длительного перерыва в свои классы вернулись лишь выпускники. Для остальных школьников учебный год окончен. Занятия в средних образовательных учреждениях начинаются, как положено, в 9 часов утра, но уроки длятся всего по 40 минут. Утром у входа в здание школы дежурит медсестра, которая измеряет учащимся температуру, следит, чтобы каждый входящий обрабатывал руки антисептическим средством, а в кабинетах была соблюдена социальная дистанция. Если количество учеников в одном классе превышает 10 человек, класс делят на группы. За каждой партой по одному человеку. Мы разделили класс на 3 группы. Это по 6 человек в 2 классах и 7 в другом классе, чтобы у них была соблюдена норма социальной дистанции. Обработаны все кабинеты, ежедневно это все обрабатывается. На большой перемене влажная уборка производится. Все приступили к занятиям. Единственное, вчера у нас у одной ученицы медсестра школьная измеряет температуру. Вчера у одной девочки было 37,5. Мы сразу позвонили родителям, отправили ее домой. Но девочка говорит, я очень перенервничала, говорит, так хотела я в школу пойти. Возможно, и на нервной почве температура. Но во всяком случае мама там приняла все меры, конечно, наверное, видимо. Уже с обеда стала давать какие-то препараты. Сегодня нормально, все дети на месте. В 14-й школе в этом году 19 выпускников. У Александры Авицба и Арины Кашелян в планах поступить в Абхазский государственный университет на специальность международные отношения. Во время карантина девочки не сидели без дела. Они активно готовились к предстоящим выпускным и вступительным экзаменам. Я занималась онлайн по видеосвязи с учителями, по преподавателями, которые готовят меня на поступление, поэтому, в принципе, у меня ничего не поменялось, но сейчас, так как ослабился режим карантина, мы уже перешли на нормальное обучение, и поэтому, в принципе, мне ничего не мешает готовиться. Мы занимались дистанционно. Это было, конечно, непривычно и неудобно сначала, но потом мы приспособились, привыкли. Сейчас нас разделили по группам, по 7 человек, в некоторых 6, в некоторых 7. Ну, мы, конечно, скучаем друг по другу, это тоже очень неудобно, но мы понимаем, что это необходимо. Выпускного не будет, мы очень расстроились, в конце концов, это последний вечер с одноклассниками, но мы надеемся, что в будущем получится как-то собраться. Есть и те выпускники, для которых ситуация с коронавирусом дала дополнительный шанс поступить в выбранное учебное заведение. Я с самого начала планировала связать свою жизнь именно конкретно с компьютером, поэтому я планировала именно поступить на программиста. В мои планы вся теперешняя обстановка с коронавирусом вполне вписалась, потому что как раз-таки по семейным обстоятельствам мы не могли поступать за границей, потому что мы планировали именно конкретно поступить в Сочи. Но как раз-таки мы решили оставить вот этот свободный год и пока что заниматься удаленно и готовиться уже к поступлению за границей. В Сухумской горской средней школе номер 10 в этом году 47 выпускников. Конечно, и здесь молодые люди совсем по-другому представляли себе последние месяцы учебы в школе. Мы очень расстроены, потому что мы очень ждали этот день, последний звонок, все мероприятия. Но мы надеемся, что чуть-чуть перенесут и все-таки что-то будет у нас. Когда мы вернулись в нашу школу, мы обрадовались, несмотря на то, что существует стереотип, что школьники не любят школу. Мы в 11 классе, и мы понимаем, что это последние наши школьные дни, и мы к ним относимся с теплом, мы очень любим наших учителей, и мы уверены в том, что мы будем по ним скучать, но главное о них не забывать, мы постараемся о них не забывать. Я хочу поступить в медицинский институт, возможно, буду инфекционистом, может, буду помогать. Чтобы не отстать по программе, во многих средних образовательных учреждениях перешли на дистанционную форму обучения. Однако педагоги едины во мнении. Привычный процесс образования ничем невозможно заменить. Контакт должен быть учитель-ученик. Я, например, но это временное, как вы понимаете, я против дистанционного обучения. Контакт должен быть учитель-ученик. А совсем ничего не делать мы не можем. Мы постарались дистанционно заниматься. Может быть, не у всех получилось, но
мы постарались. В этом году в республике более 1800 выпускников, из них 11 медалистов. Экзамены учащиеся 11 классов будут сдавать всего по 2 предметам – родной язык и математика письменно. Первый экзамен в средних образовательных учреждениях страны пройдет уже 17 июня. Гугуца Вардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.